финансах важно не поддаваться информационному шуму и панике, заявил руководитель Центра финансовой грамотности КОМИ Наталья Ружанская в рамках прямой линии проекта «Объясняем.РФ», которая состоялась 20 апреля на телеканале «Юрган». Чтобы сохранить свои сбережения в это неспокойное время, стоит выбирать менее рискованные инструменты и уж точно не стоит пытаться заработать на скачках валют или акций, отметила Наталья Ружанская. Здесь самое главное – взвешенное решение принять, потому что любые финансовые вопросы требуют глубокой проработки. Конечно, какую-то определенную сумму денежных средств лучше держать дома, неважно в какой валюте, но нам надо понимать, что денежные средства, они должны приносить доход. И здесь, конечно, лучше всего выбрать для себя безопасные способы инвестирования капитала, подумать о том, есть ли у вас подушка безопасности. Ну а в создании финансовой подушки поможет грамотный контроль расходов и, конечно же, формирование полезной привычки откладывать деньги. Сколько откладывать? Здесь нет какой-то универсальной схемы. Каждый, опять же, решает для себя сам в зависимости от дохода, который он получает, но как минимум 5%, как минимум. Хотя, опять же, я считаю, что это не догма, можно и меньше, если человек не в состоянии даже 5% отложить. Но копить надо, потому что это должно войти в привычку. По словам Натальи Ружанской, для накопления денег нужно в первую очередь заплатить себе. То есть при получении любого дохода сразу же отложить небольшую сумму на депозит или отдельный счет.